Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас в пресс-центре Международного информационного агентства «Россия сегодня». Тема нашего сегодняшнего круглого стола – это ситуация на севере Сирии и в связи с угрозами Турции возобновить военную операцию в этом районе. Я представлю вам, прежде чем представить вам участников, я напомню, что на днях глава МИД Турции заявил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии, поскольку Россия и США не выполняют свои обещания, и не все курдские вооруженные формирования полностью ушли из приграничного района, как это предусмотрено российско-турецким меморандумом от 22 октября. Министерство обороны России в тот же день опровергло претензии турецкой стороны. В свою очередь, министр иностранных дел России Лавров заявил, что отвод турецких сил был произведен полностью, или же они выводятся в настоящее время. И хотя угроза главы турецкого МИД не получила развития, его заявление привлекло внимание к тому, как снизить напряженность на северной границе Сирии и решить накопившиеся там проблемы. Я представлю вам участников нашего круглого стола. Это помощник заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный полномочный посол Андрей Глебович Бакланов, президент Российского общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий Шамилевич Набиев, военный эксперт Владимир Валерьевич Евсеев и старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Кирилл Валентинович Вертяев. Андрей Глебович, угроза Турции возобновить военную операцию вновь привлекла внимание к проблеме сирийских курдов и противоречиям, возникших вовлеченных в сирийский конфликт сторон. Это прежде всего Россия, США и Турция. Администрация Трампа пытается усидеть на двух стульях сразу – турецком и курдском. России приходится искать баланс также между интересами Анкары, Дамаска и курдами. Как вы оцените сложившуюся ныне ситуацию? Ну, во-первых, с точки зрения международных отношений, нынешняя конфигурация, которая сложилась вокруг севера Сирии, она просто беспрецедентна по своей сложности. Ну, были более значимые кризисы, более важные для мира, для сохранения мира. Были более острые, были более крупные, значимые. Но вот по сложности, ну, действительно, потому что позиция каждой из сторон неоднозначна. И связана не только с этим сюжетом, как это зачастую бывает, а связана с какими-то боковыми линиями, ну, двусторонними связями. Вы понимаете, прежде всего я намекаю на наши отношения с Турцией, которые гораздо более многогранны, чем вот нынешняя ситуация в Сирии, и в особенности на севере Сирии. Ну, чтобы разобраться вот в этой конфигурации, и с учетом того, что вот вы начали с заявления Эрдогана о том, что они могут начать военные действия, могут, несмотря на, так сказать, возмущение общественного мнения и так далее. Я попытался сейчас попробовать очень кратко суммировать суть позиций сторон, которые участвуют во всем этом вот сложном хитросплетении. Если взять Турцию. Сейчас идет разговор о зоне безопасности. Она очень для Турции важна, и это правда. Но разве в этом заключается цель турецкой позиции? Разве в зоне безопасности? Это отражение. Они просто вслух не могут назвать две цели, которые действительно являются главными целями вот, в интерпретации, которую лично, я уверен, имеет Эрдоган. Первая цель заключается в том, чтобы не было ни под каким названием и никакой форме самостоятельного или с элементами самостоятельности курдского государства. Нигде. С этим же связано и другой аспект вот этого подхода, который заключается в том, чтобы
приложить все усилия для того, чтобы не было вот никаких аналогов того, что вот там в Ираке какие-то дополнительные формы самостоятельного, полусамостоятельного, автономного, полуавтономного образования, в том числе и на территории Сирии. Им это не нужно, потому что любое образование или вот успешная деятельность курдских 3 муниципалитетов, для них, конечно, это была очень неприятная такая неожиданность, и они не думали, что так будет бодро получаться по очень многим направлениям самостоятельная работа, ну, вот, просто как административные органы функционируют. Они не хотят никаких вот аналогов дальше. Это раз. Второе. Они, конечно, хотели бы добиться того, чтобы никаких под ружьем не было серьезных формирований войсковых. Ну, даже если между ними и Турцией будет какая-то зона и так далее. Значит, это не должно существовать в природе. Конечно, они хотели использовать конъюнктуру войны. Во время войны, ну, по-другому все рассматривается. Какие-то вещи, которые немыслимы в мирное время. А во время войны вроде как и можно, оказывается, на чужую территорию зайти и так далее. Поэтому вот вторая для них тема – это, значит, недопущение или сведение к абсолютному минимуму вот, количество людей, курдов, которые имеют оружие в своем распоряжении. Ну, по оценкам, сейчас 63 тысячи человек, курдов, располагают оружием, вооружением, вот, и могут воевать, и они показали, что они блестящие, воюют, прекрасные военные и так далее. Это очень тревожит Турцию. Открыто вот эти две цели сказать, она, ну, не заинтересована. Поэтому рождаются вот всякие паллиативы, близкие, кстати говоря, по правде, но не самое главное, включая вот создание вот этой вот зоны, вокруг которой идет речь. Ну, даже если мы, например, там, ну, идеально все это отладим, все вот эти вот патрулирования, элементы и так далее, все равно для них это рано не закроется, и они будут делать все для того, чтобы решить вот этот вопрос так, как они понимают. Не путем интеграции курдского населения большей, учета требований той части, которая не согласна с позицией Турции. Нет, вот по пути силового решения. Значит, с Турцией дело обстоит очень сложно, очень сложно. Другие стороны. Значит, Российская Федерация. Ну, давайте все-таки попробуем расставить все по полочкам, потому что сейчас, ну, как-то вот эта вот наша военная миссия, политическая миссия, она, ну, в увязке идет с очень многими аспектами, они разные. Значит, мы были в очень тесных партнерских отношениях до 2011 и потом до вот ввода войск были отношения. У нас были военные специалисты, были периоды, когда у нас там были и ПВО, и так далее. Но союзнических отношений, строго говоря, у нас никогда не было. И причем уважение к довольно значительным нашим войсковым частям ПВО, все-таки ввода войск на территорию Сирии в никакой форме в такой вот не было. Теперь как был произведен ввод войск? Разве это было произведено в рамках партнерских отношений наших традиционных? Нет. Ввод войск, использование военно-космических сил был произведен в совершенно другой обстановке. Обстановке не только угрозы существования дружественного нам вот, государства, а с учетом наличия ИГИЛ. И тогда, когда обсуждался вопрос, вводить или не вводить, и в парламентских кругах, и в других политических кругах, то договоренность была такая, что мы вводим не для того, чтобы участвовать в региональных разборках, в каких-то сложных, хотя, ну, конечно, мы будем защищать дружественную нам страну, главным образом вводим, собственно говоря, для того, чтобы вот победить ИГИЛ, который в настоящее время практически побежден, хотя остатки еще очень и очень мощные, и с ними надо продолжать бороться. Это в отношении нас. Значит, мы, вот, наши войска используются в рамках того, о чем договаривались, против вот этих непримиримых сил, связанных с международными террористическими объединениями.
Другие вопросы, которые здесь возникают, налеты, там еще что-то, другой вопрос, тоже с этим связан, с защитой дружественного нам государства. Ну и другие вопросы, они должны по особому как-то договоренности возникать и решаться и так далее. В отношении Ирана. У меня позавчера была встреча с заместителем министра Саджапуром, который здесь с кратким визитом находился в Москве. Я понял его следующим образом, что касается сопряжения Сирии, что, конечно, Иран живет не в безвоздушном пространстве и учитывает, что происходит в мире и в регионе, но что касается элементов его военно-политического воздействия на ситуацию, то он твердо намерен и дальше ориентироваться главным образом на один фактор. Это сумма просьб, которые исходят от единственного законного правительства Сирии, которое находится в Дамаске. Вот как сирийские коллеги, он сказал, нам сформулируют свой запрос. Вот таким образом мы и будем ориентироваться. То есть они достаточно, на мой взгляд, жестко настроены, не допустить, чтобы вновь ситуация в стране ухудшилась. В отношении Соединенных Штатов Америки, я думаю, что их позиция, она такая амбивалентная, не из-за того, что им что-то не то подсказывают их ближневосточники, у них достаточно, хоть их и очень многих сейчас убрали куда-то, они в частный сектор ушли, но какая-то критическая масса здравомыслящих специалистов осталась, но не они определяют, я думаю, конечную конфигурацию по позиции по ближневосточным делам и по Сирии, и по Северной Сирии. Трамп действует в большей мере, конечно, с учетом того, что может и насколько не понравится каким-то мощным силам внутри страны. Поэтому он по сирийскому направлению и по военному присутствию старается сделать так, чтобы подставиться как можно меньше. Это такая специфическая, конечно, позиция, особый период развития внешней политики США. Но вот так устроено в настоящее время жизни. В целом, я думаю, что в Сирии, на севере Сирии будет сохраняться очень нестабильная обстановка, и стороны будут готовиться. У меня такое впечатление, что что-то может произойти. Вы знаете, иногда когда на Ближнем Востоке, где-то в другом месте надолго устанавливается такое напряженное затишье, то всегда происходит какая-то очень мощная, крупная, хорошо организованная провокация. Или какой-то взрыв, или использование. Сейчас бы использовать самое время, конечно, химоружие, но настолько всем уже надоело, и настолько уже это себя, как картинки, действительно дискредитировали, что, наверное, что-то надо другую какую-то придумать гадость для того, чтобы усугубить ситуацию. Что-то крупное, конечно, какая-то провокация может произойти, и нам где-то нужно быть, к сожалению, к этому готовы. Я думаю, что такая сейчас достаточно затяжная позиционная борьба, она все-таки сменится чем-то более определенным. Сирийцы, как мне показалось, они настроены на то, что по-хорошему не удастся освободить до конца все свои территории. Видите, президент предпринимает сейчас меры, он переводит в цифру, что 100 тысяч человек погибло под погонами во время этого кризисного развития страны. Надежду они, конечно, большую делают на то, что вновь сформированные войска получают опыт и будут должным образом служить. С начала декабря повышается на 20% денежное содержание всех видов военнослужащих в Сирийской республике. Я думаю, что и политически, и в военном отношении они будут готовиться к тому, чтобы до конца добиться освобождения своей родины. И последнее, что я хотел бы сказать в отношении этих турецких все-таки аргументов. Они когда много говорят одно и то же, начинают к этому привыкать, и даже как-то, вроде бы, какая-то логика есть в отношении, там сколько километров. Хорошо, подождите. Когда, пускай они себя поставят на место сирийских коллег, значит,
когда были доказуемые данные у нас со спутников и так далее о том, что следы вывоза нефти шли на территорию Турции, и там поддерживали боевиков, они наших людей убивали и так далее. Ну, наверное, мы тоже могли поставить вопрос, помочь турецким нашим военным из лучших побуждений, и тоже километров 10-15 взять их территории под контроль для того, чтобы не допустить вот это снабжение нефтью и так далее. Но мы же этого не сделали. Почему они это делают в отношении суверенного сирийского государства? Я думаю, что вот проглатывать эту аргументацию нам и как-то привыкать к тому, что вроде бы ну вот это есть, ни в коем случае не надо. Это захват чужой территории. И вот той точки зрения, которую вот сирийское правительство говорит, я считаю, что она абсолютно правильная, и нужно ее всему международному сообществу придерживаться. Спасибо. Спасибо, Андрей Глебович. Кирилл Валентинович, вот касательно позиции Турции, если продолжить эту тему, помимо того, что турки хотят убрать военные формирования курдов из зоны безопасности, так сказать, у них наверняка есть и планы долгосрочного освоения этой зоны безопасности. Как они ее себе представляют? И второй вопрос. Вот Андрей Глебович сказал, что одна из целей – это не допустить никакого вида самостоятельности для курдов на сирийской территории. Но если, так сказать, положа руку на сердце, то эта цель, в общем-то, недалека от того, как видят себе положение курдов и в Дамаске. Значит, возникает вопрос, а почему не договориться напрямую? Возможен ли такой контакт? И возможно ли вообще мирное решение курдского вопроса между турками и курдами? Ну, здесь вопрос он достаточно глобальный получается, Да, потому глобальный. что нам нужно тогда вернуться немного в историю и посмотреть, каким образом граница Турции вообще пролегла между Сирией и Турцией. То есть мы знаем, как бы, что, по сути, это территория, которая населена одним и тем же народом, курдами, которые говорят на одном и том же языке. По сути, это разделенный народ в результате той границы, которая сформировалась в начале 20-х годов, вот, ну, историки знают. Но, тем не менее, эта граница существует де-факто, де-юра. Я абсолютно согласен с вами, что интервенция Турции – это агрессия против Сирии. Но нельзя учитывать здесь еще другой факт, о том, что де-факто сейчас в Сирии существует, по сути, две Сирии. Первая Сирия – это которая представляет режим Асада. Вторая Сирия – это та Сирия, частью которой себя считает, сейчас она называется Федерация Северо-Восточной Сирии, или иногда ее называют Заифрати, что очень точно, потому что граница, по сути, проходит по реке Ефрат. Значит, курдские, условно курдские, потому что там Рожава, она из себя представляет достаточно большой конгломерат из различных этнических, конфессиональных, религиозных групп. Там много наемников из Европы, европейцев, которые тоже вот, воюют на стороне, или воевали, пока не разгромили ИГИЛ, на стороне ЕПГ. Вот. Они себя считают частью Республики Сирии, а не Сирийской Арабской Республики. То есть мы видим, что сейчас, по сути, в Сирии сложились де-факто официальное государство и квазигосударство Сирии. И для сторонников Рожавы вот эта вот агрессия Сирии, она носит еще двойной эффект, потому что это еще агрессия против курдов. То есть это не только агрессия против территории, на территорию суверенного государства, но и агрессия против курдов. А мы знаем, что межэтнические отношения очень напряжены в этом как бы поле. И сейчас, по сути, мы знаем, что гражданская война, она продолжается в Сирии. В Сирии, помимо курдов, существуют различные группы этнические, которые в той или иной степени поддерживают действия Турции. Считают, что те методы, которыми действовала партия «Демократический союз», они во многом авторитарные, они во многом напоминают режим какого-то военного коммунизма. Но, тем не менее, эти администрации существуют на местах, и они работают. Дело в том, что когда, насколько я понимаю, когда заключалось соглашение между Путиным и Эрдоганом, вот эти вот несколько пунктов, я не помню, там 10 их, по-моему, было, да, я не могу сказать, были ли еще какие-то дополнительные договоренности между главами государств, потому что, возможно, возникло некое непонимание ситуации.
Мне кажется, что Турция подразумевала, что Россия обеспечит не только удаление вооруженных сил ЕПГ, но и фактически той администрации, которая сложилась сейчас в 30-километровой зоне. Как вы знаете, вот эти города, туда патрули не имеют права входить, потому что там гражданская администрация существует. Вот эти вот пресловутые ТФДМ, которые, в принципе, являются с точки зрения Турции проводниками идеологии Аджалана, как это сказать, аффилированными с курдской рабочей партией, таким образом, с точки зрения Турции, представляют угрозу ее национальной безопасности. Вопрос спорный, насколько это вообще логично. Я встречался с Арихом Муслимом в свое время, еще тогда, когда он только вот совершал свой вояж по различным странам, чтобы объяснить позицию курдов. Мне, честно говоря, не очень понятно вот это вот утверждение Турции о наличии органических связей между партией «Демократический союз» и курдской рабочей партией, потому что, когда мы говорим об органических связях, мы автоматически наделяем определением терроризма группу, которая, в принципе, в террористических атаках особо и не замечена была никогда, понимаете? И здесь получается очень такая достаточно двойственная ситуация, и мне кажется, что иногда Турции выгодно, чтобы в общественном мнении превалировала точка зрения, что ПДС является органической структурой, связанной с РПК, это позволит как бы различными способами блокировать их, в том числе и в медийном пространстве, что немаловажно. Потому что та война, гражданская война, которая идет сейчас в Турции, она во многом идет еще и в медийном пространстве. Есть много свидетельств, вы знаете, о том, что некоторые там вещи носили постановочный характер, то есть это специально снималось для того, чтобы выдать за реальность. Я не буду как бы говорить, потому что это все должны проверять специалисты, но тем не менее это было. И, как мне кажется, нужно, чтобы, если говорить об отношении Турции, чтобы эта ситуация, она, в принципе, понятно, что Турция будет давить и дальше их. Носила более-менее, скажем так, находилась в рамках каких-то норм и приличий, скажем так. Вот. Между Россией и Турцией должны действовать договоренности, которые будут основываться на тех или иных формах международного права. И уже тогда мы сможем обеспечить ситуацию, в которой уже сами курды и сами сирийцы могли бы сами решить, в каком государстве и на каких конституционных правах они собираются жить. То есть мы знаем, что в МИДе где-то года 2 назад я видел проект Конституции Сирийской Республики, уже не Арабской Республики. Как мы знаем, Асад категорически не хочет отказываться вот от этого баасистского прошлого, то есть переходить к форме некого мультикультурализма, мультинационализма внутри Сирии. То есть здесь, опять-таки, нужно будет искать точки соприкосновения. Сейчас де-факто мы имеем в виду, что Сирия в том виде, которым она себя сейчас представляет, это конгломерат таких вот небольших анклавов или больших анклавов, если говорить о Рожаве, которые в той или иной степени не признают, допустим, легитимности центральной власти. В международной практике были возможности подобного разрешения конфликтов, и мне кажется, что здесь нужно все-таки сосредоточиться на двух аспектах. Во-первых, чтобы именно сами сирийцы, независимо от их национальности, там курды, ассирийцы, арабы, решали свою судьбу, то есть чтобы не было повторения того, что произошло там в 20-е годы, когда фактически была создана искусственные государственности на территории Ближнего Востока. Но, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы территориальная целостность Сирии сохранилась, и все заинтересованные стороны тоже настаивают об этом. То есть вот с этой точки зрения нужно исходить. Спасибо. Юрий Шамильевич, что касается позиции сирийских курдов, можете нам разъяснить, чего они хотят вот на нынешнем этапе? Ну, по этому поводу что можно сказать? Вот сирийские курды, к сожалению, они тоже неоднородные. То есть вот сегодня много говорили о значит, вот СДФ, значит, администрации, которая существует, но есть и альтернативные, значит, позиции в этом вопросе, это, которые касаются Курдского национального совета Сирии. У них тоже есть свои вооруженные отряды. К сожалению, они не могут из-за разногласий между вот курдскими сторонами перейти, значит, в Сирию.
на эти территории. И, значит, вот позиция Курдского национального совета заключается в том, что классическая федерация наподобие, значит, иракского Курдистана. И, в принципе, мы знаем, что во всем мире большинство государств, тем более многонациональных, они это федерации. К сожалению, между вот этими двумя курдскими сторонами пока нет единства, хотя делаются попытки, значит, вот это единство, выработать единую позицию есть. То, что касается вот безопасной зоны, я там буквально несколько слов скажу, я полностью согласен с тем, что было до меня сказано, о том, что Турция говорит одно, но на самом деле у нее другие намерения. И одно из таких намерений создания безопасной зоны, оно относится и к иракскому Курдистану, потому что, как мы знаем, сейчас иракский Курдистан очень богат ресурсами, нефтью, газом, и, кстати, там и наши фирмы работают, и Газпромнефть, и Роснефть активно участвуют в разработке и транспортировке. Это происходит через Турцию. Но как бы альтернативным путем транспортировки нефти является и вот север Сирии. И когда вот иногда спрашивают, почему Турция настаивает именно на глубине 32 километра, это именно потому, чтобы вот эта известная трасса М4, стратегическая, которая связывает от границы иракского Курдистана до Средиземного моря, она как раз может служить альтернативным путем транспортировки вот этих углеводов, минуя Турцию. И Турция, естественно, хочет завязать на себя, в том числе и, то есть вот, иракский Курдистан завязать полностью, чтобы он зависел в этом отношении от него. Это в дополнение к тому, что было здесь сказано. Опять-таки, по безопасной зоне здесь вот в прессе звучит, что там беженцев будут, значит, сирийских беженцев. Но тут можно вот просто сказать, что 250-300 тысяч сирийских беженцев, в основном курдов, они находятся на территории иракского Курдистана. Еще несколько сотен сирийских курдов, беженцев, они в Турции находятся. И это все те беженцы, которые из этих регионов. И почему бы именно их туда не переселить? Тоже под вопросом, ожидается переселение, значит, не местных, там из Дераа, там из южных регионов Сирии. И это мы видим на примере Африна, когда, значит, тоже под такими лозунгами борьбы там, с ПКК, там, с отрядами вытеснены были десятки тысяч, сотни тысяч курдов, и на их места были заселены, значит, вот, сирийские арабы, которые не местные, они жители. Вот это то, что касается безопасной зоны. Я бы хотел еще тут один аспект очень важный для меня и вообще для курдов на сегодняшний день отметить. Это вопрос о гуманитарной ситуации на этих территориях. Дело в том, что вот перемещенными являются там вот в связи с этим вторжением Турции на территорию Сирии. Я тоже абсолютно согласен, это беспрецедентное, это нарушение международного права, и причем, мне кажется, это очень плохой прецедент, потому что, вот как Андрей Глебович отметил, любое государство вот под каким-то таким, значит, предлогом может там вот так же себя вести. Поэтому, мне кажется, те государства, которые имеют влияние, значит, вот на эту ситуацию, они, мне кажется, очень, как было сказано, проглотить это себе дороже, как говорится. Вот то, что касается гуманитарной ситуации, там действительно тяжелая ситуация. На территории иракского Курдистана уже 17 тысяч, значит, беженцев курдских переселилось, сотни тысяч из этой безопасной зоны вытеснены, и очень много фактов, как себя ведут протурецкие вот отряды,
они там и, ну, зафиксированы международными организациями факты и, значит, фактически геноцида и мародерства и так далее. Там, и поэтому, мне кажется, вот страны, в том числе и Россия, на эти моменты надо обратить внимание и, если возможно, конечно, оказать посильную помощь вот именно с точки зрения гуманитарной. То, что касается, значит, вот развития ситуации, действительно, вот это как мозаика, знаете, вот переворачиваешь каждую минуту новый узор, новая такая ситуация складывается, и очень трудно сегодня спрогнозировать, что будет дальше. Тут вот на ваш вопрос я хочу ответить так, что курды в Сирии никогда не ставили каких-то сепаратистских, то есть выхода, создания независимого государства и так далее и тому подобное. У них элементарные национальные требования, это, значит, обеспечение языка, культуры и так далее. Тут, наверное, вот, можно вспомнить историю вопроса, да, вот как, допустим, режим или власти в Дамаске относились к курдам до начала вот этих событий в Сирии. Тут тоже очень много фактов, говорящих о том, что власти в Дамаске так особенно не отличаются от того, как к курдам относились в Турции, в самой Турции. И сегодня, ну, на мой взгляд, и по моей информации, курды готовы, значит, с любыми властями в Дамаске сесть и вести переговоры, но, конечно, с учетом их основных национальных прав, естественных прав, там ничего особенного, значит, выходящего за какие-то рамки у курдов требований нету, но, к сожалению, как мы видим по последним заявлениям из Дамаска, вот президент Сирии Асад недавно давал интервью нашим СМИ, там, и категорически отвергается любая национальная, так сказать, национальные права для курдов в Сирии. Я не знаю, насколько Россия может, имея свои ресурсы, свое влияние, насколько она может оказать влияние на вот, власти в Дамаске, чтобы элементарные требования курдов были бы учтены при, вот, так, ну, если назовем, там, при формировании новой Сирии. Надо отметить, что во время всего этого конфликта, в принципе, между курдами и курдскими отрядами и правительственными, значит, силами особых инцидентов не было. Ну, небольшие там инциденты были. И надо сказать, что даже в Камышле до недавно, ну, даже сейчас там, значит, существует база военная в сирийской армии. И надо еще отметить, что вот, администрация вот, нынешняя, которая в Рожаве, она, значит, вот, педагогам, там, чиновникам зарплата шла из Дамаска в большинстве случаев. То есть контакты какие-то были, они есть, но, мне кажется, тут надо вот, сторонним, так сказать, влиятельным силам подключаться, чтобы вот этот диалог, который есть, он учитывал бы интересы курдов. Я не могу не отметить и тот момент, тот факт, что курды, в принципе, они оказались жертвами вот, геополитического соперничества между вот, Россией, там, региональными державами и США. И вот, общаясь со многими курдскими лидерами, они очень заинтересованы, чтобы вот в вопросе Ближнего Востока, решения проблем Ближнего Востока, Россия и США, и Запад какие-то общие, ну, нашли бы общие точки соприкосновения. Я не знаю, насколько это реально, но то, что касается курдского фактора, как мы видим, и со стороны западных стран, и со стороны России, ну, звучат в отношении вот, учета прав курдов, ну, вполне такие реальные, прагматические, значит, заявления делаются.
И напоследок я хочу отметить, что значит, на сегодня позиция России в отношении курдов, вообще на Ближнем Востоке, как вот сирийских курдов, так и иракских курдов, ну, конечно, это не на 100% прокурдская, но, во всяком случае, наиболее, по сравнению с другими мировыми державами, наиболее, ну, она благоприятная, что ли, в отношении курдов. И вот в конце могу сказать, что как бы ни было, сегодня вот сирийские курды, они в тяжелом положении находятся, но какие бы, значит, планы не были вот у региональных держав, в том числе и в Турции, которые вот сегодня говорили, да, их цели и задачи, без решения, без учета прав курдов, без решения вот этого вопроса, ну, стабильности и спокойствия на Ближнем Востоке не будет. И я рад, что очень многие, как на Западе, так и в России, это понимают. Еще одну деталь. Вот я общался с людьми, которые, значит, присутствовали при вот, составлении, при договоре, который между Владимиром Путиным и Эрдоганом в Сочи произошли, вот из 10 пунктов. И действительно очень сложные. Ну, сам факт, что в течение 7 часов переговоры эти велись, очень, значит, сложные были переговоры. И сегодня тоже это прозвучало, что российская сторона, она не закрывает глаза на те, значит, на те, ну, нарушения, которые со стороны Турции происходят. Так что, ну, жизнь продолжается, события развиваются очень бурно и быстро, и нам остается только наблюдать, во что это выльется. Спасибо. Спасибо. Владимир Валерьевич, как с точки зрения военного эксперта, вы согласны, что военная операция, она все-таки может состояться? И к чему это может привести? Да, я думаю, что военная операция может состояться. Но здесь хотел бы вначале немножко прокомментировать моих коллег. Но в первую очередь я не вижу сейчас на территории Сирии двух государств. Да, действительно, несколько ранее силы демократической Сирии контролировали до 30% территории Сирии. Были созданы органы власти, в том числе на тех территориях, где не проживали сирийские курды. Сейчас же ситуация принципиально изменилась. Какую цель ставила Турция, проводя военную операцию в восточной реке Ефрат? Была предпринята попытка разделения Роджавы на части. При этом была выбрана именно та территория, где проживали этнические арабы. Зачем это было сделано? Ну, они хотели перерезать коммуникации, которые связывали, в частности, провинцию Хасики и кантон Кабани и зону Мадбиджи, для того, чтобы ее ослабить. А после этого, я больше чем уверен, должна была начаться операция, подобная тому, что проводили щиты Ефрата в кантоне Африн. То есть вот такую цель ставила перед собой Турция. Только согласие руководства сирийских курдов на ввод сирийско-арабской армии фактически снял эту проблему. Потому что в противном случае, я больше чем уверен, что после того, когда Роджаву удалось бы расколоть на части, после этого началась бы операция против кантона Кабани. Вот, скорее всего, было именно так. Сейчас ситуация следующая. На те территории, вот сейчас вот эта зона контроля сирийскими курдами, она фактически сократилась до тех территорий, где они проживают. Это значительно меньше того, что было раньше. Во-вторых, на этих территориях сейчас присутствует как сирийская арабская армия, так и военнослужащие Российской Федерации. И вот именно присутствие, может быть, России является для Турции в некоторой степени сдерживающим фактором. Потому что, как вы знаете, проведено уже 10 патрулирований. Патрулирование проводится как бы с двух сторон от той территории, которую Турция фактически оккупировала. Они проводятся и в провинции Рака, и в провинции Хасики. Россия разместила для патрулирования вертолеты, которые позволяют сопровождать
наземное патрулирование, и разместила некоторое количество военной полиции, но это, конечно, не те совершенно силы, которые могут эту территорию контролировать. Это больше обеспечение факта присутствия. Как я вижу возможно развитие ситуации дальше? Турция, используя протурецкие вооруженные формирования, собственную армию, будет пытаться занять ту территорию, которую сможет. Только выход сирийской арабской армии при поддержке вооруженных сил Российской Федерации фактически ограничил зону распространения турецкого влияния. При этом боевые действия между сирийской арабской армией и турецкими войсками имели место, и они на самом деле продолжаются даже в условиях перемирия. Поэтому только возможность удержания занятых территорий контролирует то, что это территория, которая оккупирована Турцией, не будет расширяться. Кого Турция хочет на эту территорию перемещать, которую она оккупировала, восточный берег Ефрата? Конечно, она туда хочет перемещать не сирийских курдов. Скорее всего, туда будут перемещаться радикалы, членов из семей из провинции Идлиб. В этом случае возникнет некоторая возможность по расширению контроля сирийской армии в этой зоне деэскалации и сокращению зоны влияния радикалов. Как вы знаете, очень тяжелые бои идут в Латакии. Горный массив опять был отбит. Но, тем не менее, сейчас сил, особенно хорошо подготовленной сирийской армии, просто не хватает для того, чтобы можно было завершить освобождение провинции, северной части провинции Латакии. Потому что они вынуждены сдерживать именно турецкие войска и протурецкие вооруженные формирования на восточном берегу Ефрата. Вот посмотрите, что сейчас контролирует сирийская арабская армия. Она контролирует Мадбидж, но ведь она контролирует не только Мадбидж, она контролирует и часть территории восточной реки Ефрат. Она контролирует кантон Кабани, она контролирует значительную часть провинции Рака. То есть фактически именно сирийская арабская армия, она ограничивает сферу действия турецкой армии и протурецких вооруженных формирований. И именно она при поддержке России спасла курдов от повторения трагических событий Африна, которые неминуемо были бы проведены после этой операции как следующий этап. Что возможно дальше? После того, когда сирийские курды разрешили на ввод подразделений сирийской арабской армии, непосредственно угроза со стороны Турции, военная угроза, она несколько ослабла, потому что эта зона оккупации, она, скорее всего, относительно стабилизируется. При этом, конечно, принципиально важно, чтобы не перерезали ту дорогу, которая идет вдоль границы, и которая находится на расстоянии приблизительно 30 километров. Потому что это та дорога, по которой возможно в том числе переброска войск, военной техники, и она необходима для сирийской армии, как и для мирного населения. В случае, если удастся каким-то образом стабилизировать ситуацию, она, конечно, стабилизации полной не будет, потому что сирийские курды будут пытаться проводить некие рейды на эту территорию, ей будут отвечать, то есть там будет, сейчас может говорить только о снижении интенсивности боевых действий в этой зоне. Причем хочу заметить, что если Турция не применяет авиацию в этой зоне, но она активно использует там артиллерию. Артиллерия применяется со стороны сирийской арабской армии. То есть одна из договоренностей, которая была, видно, достигнута, о том, чтобы боевую авиацию в этой зоне не применять, но это не запрещает Турции использовать большое количество ударных беспилотников, которые активно в этой зоне используются. То есть в случае некого снижения интенсивности боевых действий в этой зоне, я думаю, что сирийская арабская армия сможет высвободить часть наиболее подготовленных подразделений для того, чтобы можно было решить две задачи. Первое – все-таки освободить город Кабани, провинция Латакия, и ликвидировать вообще присутствие радикалов-исламистов в северной части Латакии. Это принципиально важный вопрос, потому что они фактически нависают над сирийской провинцией. И второе – расширит влияние в провинции Идлиб. Насколько я понимаю, скорее всего, в некой перспективе зона деэскалации Идлиб свернется до некой буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы, которая будет контролироваться турецкой армией и протурецкими вооруженными формированиями. Скорее всего, так оно и произойдет.
Да, действительно, ситуация сложная, но я не вижу здесь вот именно двойной государственности. Почему? Потому что вот с военной точки зрения удалось договориться, здесь проблемы нет. Но остается вопрос теперь, как вот интегрировать те территории, где было созданы местные органы власти. Вот это действительно очень серьезная проблема. Потому что органы власти на этих территориях значительно отличаются от тех органов власти, которые существуют на остальной территории Сирии. И вот в этом имеется очень значительная проблема. Я думаю, она решаема при определенных компромиссах для этих территорий. Нельзя сказать, будет ли это автономия, но я думаю, что сирийским курдам будут даны определенные права, то есть дополнительные права будут даны, потому что просто иначе эта территория, она будет фактически как бы в двойном подчинении. И здесь просто необходимо будет идти на определенные шаги со стороны Дамаска. Я других вариантов здесь не вижу. Мне не очень понятна ситуация на восточном берегу реки Ефрат. Значит, по имеющей информации, там были созданы как бы 2 военных объекта, где находятся американские военнослужащие. Они контролируют места добычи нефти. Но, вы понимаете, без присутствия сил демократической Сирии американцы эту территорию не удержат. Во-первых, там их немного. Во-вторых, как бы территория для контроля большая, и вот им просто не на кого на земле опираться, вот на этой территории. А там имеется большое количество радикалов. Вот. Беспокоит то, что исламское государство не сломлено. Продолжаются боевые действия, в том числе в провинции Хомс, против сирийской арабской армии, к востоку от города Пальмира. То есть факт нестабильности имеет место. Но задачи нужно решать последовательно. Я полагаю, что приняв то, что уже есть по факту, но это контроль Турции или протурецких вооруженных формирований неких сирийских территорий, сейчас главное не допустить их расширения. И второе, было бы целесообразно вместе с сокращением той территории, которую контролируют радикалы-исламисты, сократить ту территорию, которую контролируют американцы. Потому что они не то что по закону, они по факту не имеют возможности контролировать всю восточную часть провинции Деризор. Скорее всего, американцы оттуда уйдут. Отдельно открытый вопрос – это снабжение сирийских курдов вооружениями. Я думаю, что американцы будут лавировать. Они, скорее всего, попытаются продолжить поставки через иракский Курдистан вооружений. Но здесь вот как бы неясно, насколько американцы будут готовы пойти на некий компромисс Турции по прекращению поставок вооружений. Этот вопрос принципиальный. Почему? Потому что если американцы фактически снимут с баланса сирийских курдов по поставкам вооружений, то тогда поставщиком вооружений может стать только сирийская арабская армия. Я других там не вижу. Вот. И тогда это будет способствовать интеграции. То есть вот прекращение поставок вооружений является важным. В тех документах, которые раньше готовили, возможность интеграции сирийских курдов в единое государство, предусматривалось не только вхождение вооруженных формирований в силовые структуры Сирии, но предполагало предоставление достаточно широкого пакета социальных льгот тем, кто воевал на стороне сил демократической Сирии и других вооруженных формирований против радикалов-исламистов. Я думаю, что это совершенно оправданно, и здесь они должны иметь такие же права, как и, положим, сирийские военнослужащие. В случае особенно получения увечий, ранений, гибели, например, в составе вооруженных формирований. Этот вопрос, я думаю, будет решен положительно. В целом, я сейчас являюсь больше оптимистом, чем пессимистом насчет того, что Сирия сохранится как единое государство. Вот. И да, действительно, имеется определенная фрагментированность некоторых территорий, но эта фрагментированность постепенно будет исчезать, и Сирия будет приобретать черты все-таки не федеративного государства, на что надеялись сирийские курды. Это будет государство, где будут определенные права у национальных меньшинств, но это не будет федерация. Я так полагаю. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, у нас еще минут 20 времени. Пожалуйста, вопросы.
Да, помнишь. Несколько вопросов. Первый вопрос – это факторов, уже назывались факторы вот этой вот турецкого вторжения. Но я думаю, что был упущен еще один важный фактор – это внутриполитическая ситуация в Турции. И в значительной степени Турция пошла на эту операцию по внутриполитическим соображениям. Так? Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Так? Первое. Второе. Дамаском был принят так называемый 103-й закон, который, не называя там федерации, там фигурирует термин «аль-марказия», то есть децентрализация, так, фактически предоставляет довольно широкие права курдскому населению. Я не знаю, в курсе вот этого закона, можете ли, так сказать, прокомментировать его, так? Это вот второй вопрос. Ну, и третий вопрос. Не кажется ли вам, что Турция где-то спекулирует на российской заинтересованности и вовлеченности России в сотрудничество с Турцией, так? И не следует ли где-то проявлять большую жесткость в отстаивании позиций того же Дамаска и международного права в отношении действий Турции на территории Сирии, которая, в общем-то, незаконна. Потому что обращение к Аданскому соглашению 1998 года, которым сейчас Турция оперирует как оправданием этого вторжения, оно не выдерживает никакой критики, поскольку Турция пытается проглотить больше, чем нужно, и блефует в отношении переселения туда там 2 миллионов сирийских беженцев, что абсолютно нереально и тоже рассчитано на внутритурецкое потребление. Вот это вот третий вопрос. Ну, вообще, ключевой как раз это третий вопрос, и он самый сложный для нас. Я думаю, что здесь за основу нужно взять тенденцию. Вот какая тенденция развития событий в Сирии? Общая. Вот, нужно взять достаточно длительный период времени. Тенденция позитивная. В общем-то, мы года 4 назад, 3 года назад и не планировали, что вот так пойдет, как оно пошло. Мы думали, что хуже пойдет. Пошло лучше, и сил нашлось больше у сирийского руководства и в военном отношении, вот, ну и так далее. Я думаю, что на турецком направлении нам нужно не столько проявлять, может быть, какую-то такую внешнюю жесткость, сколько вот во время переговоров, вот где-то, вот, чтобы это вот, ну да, я думаю так. Вот все же тут только этого и ждут, когда вот проявится то, что и так понятно, что общий вектор у нас отношений один, а с Сирией совсем другая штука получается. Вот, ну и что? Ну, я вообще думаю, что мы входим в новый мир, который будет не по законам, закономерностям и лекалам 20 века развиваться. Я думаю, что не будет, например, больших тяжеловесных военно-политических блоков, таких как НАТО, где прописано на века вперед. Понимаете? Нет, этого не будет. Будет вот тип как в Астане. Вот какая-то обстановка сложилась, взяли, объединились, вот решили какие-то вещи. Это раз. Второе, все больше и больше у нас вот идет развитие, получает концепция, по которому с каждой отдельной страной мы имеем несколько треков, которые мы стараемся развести. Вот, например, я эту концепцию придумал, это было в 90-е годы с Египтом, когда мы ссорились из-за Югославии. Я им говорил, что, ну, слушайте, ну, причем уважение к Югославии. Ну, наша двусторонняя связь, тогда Амар Муса был министр иностранных дел, но не должны страдать. Давайте мы, значит, договоримся, что по Югославии наша позиция расходится очень сильно. И отложим в сторону, будем заниматься этим. Как только вопросы о Югославии, опять возвращаем. По такой же схеме мы сейчас очень успешно ведем отношения с Саудовской Аравией. Мы тоже сирийское и йеменское досье определили, что мы с вами не согласны, ну никак.
и отложили, и занимаемся двусторонними связями. Ну и хорошо. С Турцией еще сложнее. С Турцией еще сложнее. Единственное, что вот, мне кажется, что вот для подстраховки, конечно, вот те, ну что ли, привычные устои развития торговли, экономических, финансовых, инвестиционных связей, которые, ну, являются общеприняты, с Турцией не должны проходить. Они должны иметь гораздо большую степень ответственности турецкой стороны. Вот у нас есть какие-то определенные клише заключения инвестиционных соглашений, или, скажем, по строительству ядерных каких-то объектов. Вот они с Турцией не годятся. Турцию надо привязывать к конечному результату гораздо больше, все это прописывать, не стесняться. Вот с учетом того, что вы говорите, что вот такая двусмысленность есть. Она есть, она будет, ну, надо научиться вот с двусмысленными, нам тоже, нашими партнерами работать, что, в общем-то, в настоящее время происходит. Но, конечно, двусмысленность, она должна быть до определенных пределов. Вот, что касается, скажем, вопросов о том, можно захватывать силы или это нехорошо. Ну, наверное, вот мы должны четко, достаточно ясно говорить. Другое дело, как это раньше, да, 50-60-е годы, мы тут же, например, если какой-то вопрос у нас с Югославией там расходились, мы тут же по всем направлениям сразу ругались и все, и говорили. Потом проходило некоторое время, точно так же поступали еще с кем-то. Вот я думаю, здесь как-то нам надо будет посторожнее все-таки работать на этом направлении. Ну, давайте я как бы... Да. Вы знаете, Турция не является единственным государством в Сирии, которое использует силу незаконно. Американское военное присутствие в Сирии такое же незаконно, как турецкое. Израильские удары по сирийской территории являются тоже такими же незаконными. И поэтому, если говорить о том, что по закону, что не по закону, вы знаете, многое решается не потому, как это предусмотрено международными соглашениями, а какая есть у какой страны сила, да, то есть решается фактически на поле боя. Можно ли прекратить, например, израильские удары по сирийской территории? Можно. Но почему это должна делать Россия? Пусть сирийская армия борется с этим, с помощью системы противовоздушной обороны. То есть Россия не должна вмешиваться в противостояние с Израилем, с США или с Турцией на территории Сирии. Понимаете, вопрос вот принципиально такой. Сирийская армия и сейчас воюет с турецкой армией на территории Сирии. Такие примеры есть, и они будут. Просто Россия не должна вот в этом участвовать. Нужно ли нам говорить здесь жестко? Знаете, я думаю, что если у нас есть возможность договориться, вот, например, у нас 10 было совместных патрулирований с Турцией. Это хорошо? Да, это хорошо, это несколько снизило напряженность на отдельных участках границы. Конечно, не на всей участках границы, не на всей границе. Но в определенных участках договорились, вот где мы можем, мы это делаем. А там, где не можем, пусть с протурецкими вооруженными формированиями воюют сирийская арабская армия и силы демократической Сирии. Это не российская головная боль, понимаете? То есть я думаю, как-то надо вот так развязывать. Потому что если мы сейчас будем требовать от Турции выставлять какие-то жесткие требования, да, ведь посмотрите, Турция как себя ведет, ведь она по-прежнему ведет игру с США, и она будет игру вести и дальше. И чем жестче мы будем себя вести, тем она больше будет показывать, что она хочет ослабить взаимоотношения с Российской Федерацией в угоду США, понимаете? То есть жесткость, она будет подталкивать Турцию на разыгрывание российской карты, понимаете? Вот, и поэтому здесь, и поэтому получается, понимаете, здесь уже не жесткость. Нет, вот смотрите, никаких поддавков нет, вот смотрите. Андрей. Да. Нет, я просто что... Андрей, без телефона, без микрофона не надо. Да, я просто что хочу сказать, что жесткость, вот сейчас жесткость в отношении с Турцией, это бесперспективный путь на территории Сирии. Нужно договариваться там, где можно, а если нельзя, то там с Турцией должны бороться не российская армия, а другие вооруженные формирования
И они должны ее ограничивать Турцию, вот надо с помощью их ограничивать, понимаете? То есть жесткость должна проявляться не путем использования вооруженных сил Российской Федерации, а путем использования других вооруженных формирований, которые будут постепенно Турцию вытеснять. И в какой-то перспективе возможность восстановления территориальной целостности есть не за счет использования российской армии, а за счет использования других вооруженных формирований. Вот я думаю, такая политика будет правильнее в отношении Турции. Пожалуйста, Илья Да, я буквально два слова о внутриполитическом факторе, да, вот вторжения Турции на территорию Сирии. Ну, действительно, правящая партия Эрдогана, она потерпела несколько таких серьезных поражений на выборах, да, это и в Стамбуле, и в Анкаре, и, естественно, позиции президента ослабли, и чтобы как бы сплотить народ, это вот одна из причин, естественно, это само собой приходит на ум. И тут я хочу еще сказать, что вот с точки зрения внутриполитической, к сожалению, и вот оппозиция, сейчас и сейчас расскажу. правящая партия, они в этом вопросе, в вопросе вот, вторжения, они у них, так сказать, они поддерживают друг друга в этом отношении. И тут, наверное, еще по внутриполитической ситуации можно сказать, что, если обратили внимание, там Турция не только вот на территории Сирии безопасную зону создает и так далее. Они на своей территории, вот несколько лет назад, там буквально несколько курдских городов с населением, там Ширнаки и так далее, они фактически с лица земли были стерты. И плюс еще вот, демократически выбранные мэры, да, многих городов, они тоже отстранены, и вместо них там чиновники назначены, многие в тюрьмах сидят. И это не только курдов касается, там многие оппозиционные деятели тоже там из отношения к СМИ и так далее. То я очень боюсь, чтобы там в Турции тоже такие же события, как в Ираке или вот в Иране, не начались бы. Там в определенном смысле там почва для этого есть. Пожалуйста. Да, сегодня начинается заседание малой группы по Конституции Сирии, и одновременно сегодня сирийская армия при поддержке ВКС России взяли под контроль несколько деревень на востоке, юго-востоке Идлиба. Как эта ситуация будет повлиять на общий ход политического урегулирования? И еще к вашему до этого обсудили вопрос, что начало военной операции возможно или нет. Ну, к этому вопросу Лавров, по-моему, четко сказал, что Мевлут Чавушоглу заверил Лаврова, что было недопонимание, никакой операции речи не может идти. Вопреки вот этим заявлениям вы еще видите, что операции возможны, или есть новые какие-то факторы? Спасибо. Кто? Кто? Да, пожалуйста, Конституционный кому комитет надо сказать. Давайте. Ну, по Конституции что происходит? Работа продолжается. Новых идей, насколько понимаю, нету. Процесс довольно длинный будет. Я как-то очень скептически смотрю на то, что вот сама по себе работа комитета может что-то привести. Важнее общая политическая обстановка, поиск каких-то компромиссов. И именно общее улучшение обстановки, оно улучшит обстановку и в рамках этого комитета, где пока нестыковки, они превалируют. Плюс к этому курдский вопрос, он никак, в общем-то, даже в первоначальном наброске не просматривается. Поэтому это длинная вещь, и вот те всплески очень сложных вот, военно-политических вопросов, которые были и будут, ну, они, конечно, будут отражаться, но это разные вещи. Это оперативное развитие обстановки, а это процесс, который, наверное, он затянется и неизвестно, чем закончится. Более того, я последнее хочу сказать, что вот по курдскому направлению я вообще боюсь, что вот работа над Конституцией, она может в какой-то мере мешать принятию оперативных на какой-то период времени решений, связанных с предоставлением курдам каких-то полномочий, возможностей попробовать предоставление каких-то постов и так далее. Асад никогда не пойдет на закрепление это сразу Конституции. А если практика покажет, что это возможно, вот может быть. Так что здесь такая противоречивая вещь. Все равно все конституции должны совершенствоваться. И сирийская тоже.
Ну, я сразу скажу, что я сейчас не нашел вот этой информации по поводу 103-го закона, о котором вы сказали. Я так думаю, что он на арабском все-таки, в основном в арабских СМИ присутствовал. Но нам, в принципе, понятно, что когда мы говорим о проекте, конституционном проекте какой-либо федерации, в Турции невозможна территориальная федерация. Это понятно, потому что Турция – это многоконфессиональное, многонациональное государство. Имеете в виду Сирию? Ой, господи, прости господи, да. Сирия, конечно, да. Это многонациональное государство, и вот все эти страты национальные, конфессиональные переплетены, и там как бы выделить какой-то вот такой один территориальный статус какой-либо группы невозможно, по большому счету. Это относится и к курдам, как мы знаем, потому что Рожава – это, по сути, вот как раз вот такой многонациональный проект, скажем так, назовем его так, который пытались реализовать курды и, скажем так, поддерживающие их на местах представители других национальностей. Здесь, мне кажется, важным для Сирии будет еще опыт Ливана, потому что Ливан прошел через это все. Ливан наглядным, печальным опытом своей, допустим, гражданской войны в 70-е годы показал, что вот это вот разделение, когда за отдельными этническими группами закрепляются какие-то посты и какое-то количество, допустим, в парламенте, оно ни к чему не приведет, и оно закончится войной. То есть этот наглядный пример, он сейчас очень очевиден для Сирии, потому что вы понимаете, что с точки зрения политической культуры Ливан и Сирия – это практически одно и то же. И здесь как бы вот этот вот опыт Ливана, который уже прошел эту стадию, и сейчас там формируются какие-то группы лояльности, скажем так, основанные в основном на патронажно-клиентских отношениях, там, на каких-то других экономических связях, он, я думаю, может постепенно быть экстраполирован и на опыт Сирии. Спасибо. Ну, если можно, да? Да, пожалуйста. Вот смотрите, вот как бы я вам говорил о том, что Идлиб постепенно будет освобождаться. Да? Конечно, то, что сделала Турция, захватив еще часть территории Сирии, восточники Ефрат, это, конечно, зло. Я это всячески осуждаю. Но это создало определенный плюс для Идлиба, потому что сил у них одновременно иметь равное присутствие там и вести боевые действия вот восточники Ефрат у них просто нет. По имеющей информации, отток боевиков из зоны Идлиба имеет место. Это позволяет без излишнего фиширования постепенно Идлиб освобождать. И я думаю, что визит Башара Асада на ту часть территории Идлиба, который имел место, значит, он говорит о том, что это будет постепенно освобождено, ну, кроме буферной зоны. Поэтому вот с этой точки зрения неизбежность освобождения значительной части Идлиба, она очевидна, но просто плохо то, что боевики оттуда переместятся ближе к курдам, и это создаст уже проблему курдам с той зоны. Вот в этом есть проблема. Вот это изменение ситуации, да, оно приведет, конечно, обязательно к освобождению той части Латакии, которую сейчас радикалы контролируют, да, но вы понимаете, для сирийских курдов от этого просто легче не станет. То есть для сирийских курдов проблема на восточном берегу Ефрат будет продолжаться, и Турция будет расширять территорию в том случае, если сможет. Вот говорить, будет война или не будет война. Вот если Турция увидит, что она сможет расширить территорию, она найдет 100 причин эту территорию расширить. Ну, например, скажет, силы демократической Сирии совершают провокации, нападения, нам нужно расширить зону, и пойдут на расширение. Но если сирийская арабская армия жестко эту зону заблокирует, в том числе путем создания фортификационных сооружений, путем размещения артиллерии, прикрытия авиации, вот только вот это будет гарантировать то, что Турция не будет эту зону расширять. Это не будет исключать провокаций путем нанесения, например, артиллерийских ударов, в том числе по сирийским курдам. Но это хотя бы с ними позволит уменьшить интенсивность боевых действий. Вот сейчас единственное, что возможно в этой зоне. Поэтому, исходя из этого, можно делать следующее. Что если для Идлиба и Латакии перспективы, в общем-то, больше положительные, то вот как раз для восточной части реки Ефрат, особенно в тех зонах, где живут курды, вот там ситуация будет, скорее всего, оставаться крайне сложной. И вероятность не только провокации, но и повторения боевых действий Турции там вполне возможна.
Сдержать можно только за счет более тесного взаимодействия курдов с Дамаском. Я считаю, только при таком взаимодействии можно создать некий заслон Турции. Если Турция почувствует слабину, если она почувствует, что курды опять начинают ссориться с Дамаском, надо ждать новой военной операции. Спасибо. Юрий Ильич, хотите добавить что-то? Просто маленькую ремарку. Значит, вот мы много говорим вот о курдах, да, и вот у меня, пользуясь случаем, вопрос такой, а вот какие-то рекомендации, да, вот вы говорите тесные отношения с Дамаском, но как мы видим, Дамаск ни на что не идет, ни на какие даже небольшие элементарные, значит, уступки в сторону курдов. Вот как вы видите, вот как должны поступать курды, да, в отношении с переговорами с Дамаском, да, но если Дамаск не идет ни на что. У меня вопрос. Да. Хорошо. Значит, ну, вы знаете, может ли вот Россия гарантировать, и курды на это надеются, что может ли Россия гарантировать, что Дамаск какие-то, ну, и, естественно, и курды на какие-то компромиссы, и Дамаск пойдет на удовлетворение частично хотя бы курдских требований? во-первых, я хочу напомнить о том, что договоренности по вводу войск на территорию, которую контролируют сирийские курды, было достигнуто на авиабазе Хмимин, что говорит о принципиальной роли Российской Федерации вот в этом соглашении. Да, действительно, Россия сделает все для того, чтобы компромисс был найден. Я думаю, компромисс здесь возможен, в том числе за счет сохранения того самоуправления, которое сейчас есть на тех территориях, где проживают сирийские курды. Вот такой рода компромисс возможен. Будут ли будет ли возникать препятствия вот такому диалогу? Конечно, будут. И, скорее всего, иранская сторона будет не очень довольна вот такого рода договоренностями. Но Россия сделает все, чтобы такой компромисс был, потому что это залог того, что удастся ситуацию там стабилизировать. Но я полагаю, что вот некий компромисс возможен, но здесь понятие движения двух сторон. Вот вы говорите о том, что Дамаск не хочет. Но ведь и сирийские курды тоже хотели слишком много, понимаете? Вот я просто знаю их требования. Вот здесь вот какое-то должно быть двухстороннее движение. И если как бы руководство Раджавы тоже готово к компромиссу, то я думаю, Россия поможет убедить Дамаск в том, что компромисс должен быть с этой стороны, вы понимаете. Вот я все-таки здесь больше оптимист, чем пессимист. Понятно, хорошо. Ну, у нас время отпущенное нам для круглого стола завершается, поэтому мне хочется от вашего имени поблагодарить выступавших за интересные сообщения. Спасибо вам всем, всего доброго и до новых встреч.